Всем привет! Не так давно в мою жизнь вошел спорт. И я прекрасно понимаю всех тех, кто никак не дойдет до спортзала. Бывает, мы покупаем абонемент, 1-2 раза ходим и бросаем. И сегодня, когда весна в преддверии лета, мы решили поговорить с человеком, который знает все о спортивной мотивации. И, конечно, посмотрим в это направление с точки зрения бизнеса. Герой выпуска – Винокуров Гаврил Макарович. В народе Ганс Бодилайн. Ганс, привет! Привет! Мы с тобой познакомились на встрече с Арсеном Томским. Обед был. Я тогда в первый раз тебя увидела, и у меня такой сразу вопрос возник, да, как замотивировать себя заниматься спортом стабильно, ежедневно. И ты тогда сказал, что, значит, еще недостаточно у тебя мотивации. Это на самом деле правда, да? Вообще, как замотивировать себя долгую, дисциплинированно заниматься спортом? Ну, кто-то должен подтолкнуть, это раз, да? Второе, это все равно ты должен пройти этот путь. Потому что клиент, который был всегда подтянутым и приходит тренироваться, и тот клиент, который там набрал очень много лишних килограммов, еще эти килограммы мешают в обычной жизни, это совсем разные клиенты. Ну, например, вот у второго варианта она знает, то, что это плохо, лишний вес, страдает весь организм, начиная от суставов. Она не хочет туда возвращаться. И вот эта мотивация, она внутри у нее есть, и, соответственно, она вот нескончаемая. Дисциплинирует очень сильно. А первый вариант, но тут уже как карты лягут. Соответственно, если окружение то же самое, все в спорте, все тренируются, и, ну, жилка у человека. Если есть, то, конечно, будет дисциплина. Если есть дисциплина по части тренировок и питания, то можно дойти и получить любой результат. То есть это все равно такой человек должен прийти к этому, да? То есть это внутренняя такая сильная мотивация должна быть, да, где будет играть роль и окружение, и здоровье, да, кого-то там разные ситуации, да, но то есть, но все равно вот эта внутренняя мотивация, которая проснется у человека. Это обычно бывает такое, вот девочка приходит тренироваться первый раз. И когда им начинаешь рассказывать про питание, про тренировки, про пульс разжигания, они там не слушают. Да, блок сразу, да, слишком сразу много блоки, информации. А потом беременность, рождение ребенка, они набрали очень много килограммов. И когда они уже приходят с этим, то уже они тренируются осознанно. Скажи, пожалуйста, про концепцию вообще твоих фитнес-центров Бодилайн. Это про что? Это чем отличается от других фитнес-центров? Ну, у нас, получается, групповые занятия. Мы не конкурируем с большими тренажерными залами. Если по части офлайна, да, она устроена так, что мы можем открываться в любых спальных районах. Вот. Концепция в любых спальных районах, да? То есть это небольшие такие фитнес-центры возле дома? Да, есть такое. То есть вот здесь рядом садик, ребенка оставил в садике и пришли позаниматься. Да. Я подробнее расскажу. У нас в свое время было 8 залов. Вот. Ну, у нас вот такая миссия была, да, открываться во всех районах. Вот. А потом у нас вот миссия чуть поменялась, и сейчас мы уже ушли в сторону IT. Ну, а так, если рассказать по части зала, офлайн зала, да, у нас есть два направления. Это у нас силовое направление, называется Pro Hot Iron. Там наши клиенты тренируются с тренажерами. Штанга, гантели, да. То есть цель направления это прокачать мышцы, да. Большие банки, да. И второе направление это у нас cycle, да. Самое такое популярное, потому что тут девочки сидят, крутят и сжигают калории. Да, и общаются? И общаются под музыку, вместо дискотеки, вместо клуба сюда приходят мамочки и сжигают калории. Вообще прикольно. Вообще, как ты пришел в этот бизнес? Почему именно фитнес-центры? Да? Расскажи про свой путь. Как все начиналось? Ну, давайте начнем с детства. Получается, в 3 классе я упал с 1-го этажа и сломал спину. Спину? Да. В течение года я, лежал в кровати, то есть вставал там только покушать, в туалет, и врачи не разрешали поднимать больше 5 килограмм. В школу я ходил, то есть брал там пакет,
и внутри тетрадки только. Говорили то, что книга слишком тяжелая. Вот. Но я помню те времена, когда вот во время, когда дети играли в футбол и т.д., я сидел на скамейке и наблюдал. Сердился на себя, то есть, и говорил то, что ну, рано или поздно, когда я выздоровлю, я буду заниматься спортом. И в 9 классе, когда врачи разрешили мне уже заниматься спортом, физкультурой, вот, я на следующий день вместе с братом старшим, да, пошел в тренажерный зал. Первый день, я до сих пор помню, я не смог поднять пустую штангу. Вот. Ну и как бы начал тренироваться. В течение 2 лет с 9 по 11 класс я нарастил мышечную массу. Я вообще с головой ушел туда. Начало получаться. То есть меня взяли в школе, я там уже начал бегать. Сборную школу взяли, да, по спринту. Вот. Также боролись с ребятами в школе, как все, да, там, во время перемены и т.д. Начал там побеждать, армрестлинг начал побеждать, и я от этого начал кайфовать. Почувствовал силу, да? Да. Ну и как бы для 17-летнего парня у меня хорошие показатели были. 100 килограмм жим лежа, становая тяга 200 килограмм было. Вот. И с такими показателями я поступил в Москву. Я закончил университет, Московский государственный агроинженерный университет имени Горячкина. По специальности я инженер-электрик. Инженер-электрик? Да. Сам откуда родом? Татинский. Татинский. Да. Нас 4 в семье детей, я самый старший. Мы выросли без отца. Нас вырастили бабушка и мама. Ну вот поступил в Москву, и по части денег, всегда были проблемы у нас. Денег, да. И я не мог записаться в тренажерный зал. И я узнал то, что есть тренажерный зал в нашем универе. И первый день, когда мы уже начали обучаться, я пошел туда, встретил там, не директора, а управляющего этого тренажерного зала. Я его спросил, что нужно сделать, чтобы я тренировался бесплатно в этом зале. И он сказал, будь уборщиком. Мыл полы. Чтобы заниматься... В тренажерном зале. Вот. И... Это для молодого парня, да, это конечно... Ну да. Мне было 17. Я, получается, с утра до вечера учился. Потом шел в тренажерный зал. Ждал, когда все закончат. Мыл пол. А потом еще и сам тренировался. Вот. Как-то так. Но в последующем было такое, то, что в один день пришли сборная там универа, и был армрестлинг. Я постоял, посмотрел, я же в школе боролся, из-за этого я такой, а давайте я тоже попробую с вами. И я всех выиграл, короче. Но ребята сами занимались пауэрлифтингом, они не занимались армрестлингом, это просто для забавы ради они соревновались. Я зашел, выиграл, а потом меня пригласили в этот сразу. Сказали, через неделю будет соревнование по гиревому спорту. Это открытый чемпионат Москвы. Типа, go с нами. Я такой, почему нет? В течение недели мне показали технику, как надо поднимать гири и т.д. Через неделю поехали, выступили, я занял 2 место. И сразу взяли сборную универа по пауэрлифтингу и по армрестлингу, и еще и по гиревому спорту. И по этим 3 направлениям я выступал до 5 курса. Там была зарплата, именно спортивная, стипендия, то есть не зарплата. Стипендия, да? Практически спорт тебе дал образование, да? То есть в Москве же жить все равно дорого. Даже учиться дорого, да, и получается... Я там поступил через департамент. У нас департамент, получается, оплачивал билеты туда и обратно раз в год. И учились мы бесплатно за счет... Но все равно покушать и так далее. Конечно. Да, то есть покушать все равно без отца, то есть в семье, нет возможности отправлять деньги. Да, есть такое. Да. Из-за этого приходилось выживать. Выживать, да. У тебя есть вот это франшизное направление. Что получает франчайзер, да, и какие выплаты он делает? Изначально был с обороткой 5%. Это роялти ежемесячно. А потом мы
мы поменяли правила игры, да? У нас приложение, где каждый клиент скачивает, и мы контролируем все данные, вес, замеры тела, фотографии до и после, питание наподобие Fat Secret, да, мы, то есть там есть счетчик КБЖУ, вот, и там получается подписка стоит 299 рублей в месяц, да, и с этой подписки компания зарабатывает 149 рублей, вот, а 150 это уже филиал, ну, то есть 149 рублей это наш процент от филиала. То есть, получается, тот человек, предприниматель, который захочет открыть бодилайн в своем районе, городе и так далее, да, то есть он сразу становится участником вот приложения, да, и вы зарабатываете чисто на приложении. Чисто на приложение. Да. Сколько сейчас в месяц человек оплачивает приложение на сегодня? На сегодня. Ну, давайте я скажу, там тут маленькая история такая, то что мы, получается, с 2018 года начали делать собственное приложение. Идея пришла, когда меня пригласили Майтона в свой офис и рассказали, как они работают. То есть у них офис находится в Якутске, и они качают весь мир. Вот. И у меня вот зародилась идея сделать собственное приложение ну, для фитнеса. Вот. И с 2018 мы начали работать, с 2018 по 2019 у нас был чисто опыт, да, потому что мы, ну, то есть я же с офлайн бизнеса зашел в онлайне, я там не разбирался, не понимал суть, да, и в течение года мы просто стояли на одном месте, и ничего не получилось. А потом уже после года, уже с другими ребятами мы начали работать, и до санкций у нас было все нормально. Санкция, у нас был договор с Apple, с Google, мы зарабатывали в долларах. Да? Ну, потому что Apple Pay, они конвертируют рубль на доллары. У нас ну, из-за санкций все прикрыли. И у нас был выбор, да, работать в России, либо за Россией. И мы посмотрели, ну, вот по части бизнеса, то, что многие конкуренты, которые работают в IT-сфере, они начали уходить. Вот. И, соответственно, мы остались в России. И сейчас вот с лета 2023 года у нас там все обнулилось, и сейчас с 2023 года по сегодняшний день 2000 пользователей ежемесячных. 2000 пользователей, да, которые платят ежемесячно, да, 200... и пользуются приложением. Ну, это очень хороший показатель, мне кажется. Ну, не сказал бы. Ну, да, для IT-сферы это мы только раскачиваемся, могу так сказать. Примерно 4-й курс, и уже мои знакомые начали подходить и говорить, как мне там сделать жим лежа, как мне надо приседать. И я такой, ну, начал объяснять. И они начали тренироваться, потом они начали показывать свои результаты. И мне это понравилось. То, что, оказывается, я могу тренировать людей. Да, потому что, ну, есть опыт. Соответственно, решился закончить школу фитнеса. Там в Москве тогда параллельно? Да, параллельно. Закончил высшую школу фитнеса в Москве, и с этими знаниями я переехал обратно в Якутск. После 5-го курса. После 5-го курса. А здесь как все началось? Ну вот, переезжаю в Якутск, меня никто не знает, кроме одноклассников. Было такое, то, что я подал заявку в Алмаз-Анабары, потому что мои родственники работали там, вахтовая система, да, 4 месяца работают, 2 месяца отдыхают. Меня тоже записали туда, сказали то, что там зарплата хорошая, сказали то, что 2 месяца ты отдыхаешь, июль, август и сентября на работу. За 2 месяца в Якутске я устроился на работу, спорткомплекс Дахсун. Там устроился тренером. Месяц работал тренером, потом на 2-м месяце сказали, нам нужен электрик. Электрик? Да. По профессии, да? Да. И я такой, у меня же диплом где-то там. Поискал, нашел, принес, показал, меня сразу взяли на работу. Ну и в то время начал работать. У меня было 4 работы. Это с утра с 9 до 6 я работал электриком. Потом работал тренером, плюс там еще продавал кроссовки в Дахсуне и вечером работал в клубе.
В клубе? Да. А кем работали в клубе? Ну, работал просто в клубе. Можно на этом закончить. Да. И сколько длилось вот такой прям жесткий режим? Ну вот, ага. И через 2 месяца мне сказали, все, время поехать в Алмаз-Анабары, работать. На вахту? На вахту. Я отказался. Ага. Я отказался. Ага. Ну, меня там уговаривали, но я сказал, то, что это для меня не подходит. Я лучше тут буду работать. То есть буду работать там хоть на 5 работах, но я останусь. Ну и в последующем начал, примерно это сколько длилось? 1,5 года. 1,5 года. Да, 1,5 года. Вот я в Москве я получил травму в 5 курсе. Это была протрузия, то есть меня защемило нерв, и я не мог приседать. Кушал также очень много, но раньше я из-за того, что тренировался, я это все сжигал. Но когда я перестал тренироваться, то я набрал очень много лишних килограммов. Я весил 114 килограмм. Вот. Ну и с таким весом я приехал в Якутск, начал тренировать, и кто-то там, я помню, как-то раз пришел и типа спрашивает, а есть тут тренера? И я такой, это была девушка, я такой говорю, я есть тренер. И он такой, и она такая, таким взглядом, ты что ли? Вот. И меня это зацепило. То есть я тренер, и почему я должен быть с животом? Поставил себе цель, и в течение года я скинул 34 килограмма. Подправил питание, потому что у нас результат 80% зависит от питания. Если даже мы как олимпийцы будем тренироваться, питаться грязно, набирать очень много калорий, то у нас не будет никакого результата. Подправил свое питание, похудел, и в то время в Якутске начался бум фитнеса, начали везде приглашать, и началось. Клиенты пошли, и я такой начал смотреть, то есть в электрике я там тратил очень много времени, с 9 утра до 6 вечера, а тут я тратил там, 4 часа, грубо говоря, да, 6 там, до 11, может быть, до 10 вечера, да, 4-5 часов. Начал думать, тут я чисто нахожу, зомби-стайл, можно так сказать. Приходил, не было энергии, все ели как делал, а вечером после 6 я там оживал, я там максимально был мотивирован. Общение с людьми, мотивация, трансформация, люди менялись, худели на 20, на 30 килограмм. Там я получал очень много эмоций. И как-то раз пришла идея, да, как можно потренировать побольше людей сразу. Пришла идея открыть групповые тренировки. Там на 3-м этаже было помещение, маленькое помещение. Договорился. Мне еще дали рассрочку, там было, я помню, аренда 45. Вот, у меня в кармане в то время было 16 тысяч рублей. Я сказал, сейчас я в течение месяца прокачаюсь, и потом с этого я и отдам аренду. А за 16 тысяч я взял коврики и жгуты от рогатки. Вот. Клиентам объяснял, показывал, как можно тренироваться со жгутом. Вот так. Первые 10 клиентов взял, потому что я же в тренажерном зале тренировал, а там абонемент был подороже. А в групповом там поменьше сделал, из-за этого сразу подтянулись, и вот так и пошло. А когда первый зал свой открыл? Имеется в виду вот... Полноценный зал. Полноценный зал. Как это было? В Дахсуне работал, но я там сразу смотрел, другие тренера просто тренировали. Сразу сделал такой подход. Клиент приходит, мы рассказываем, что такое правильное питание, полностью лекцию, да, от А до Я. Плюс еще мы делали замеры тела, потому что без цифр клиент находится, как будто он ежик в тумане. То есть нету цели. Просто приходят, тренируются. А если они видят цифры, то сразу появляется мотивация. То есть с тренером они ставят цель, видят, сколько они скинули в течение месяца, в течение недели, в течение года. И это очень сильно заряжает, мотивирует наших клиентов всех. Да? Я пошел вот с таким подходом. Всех клиентов делали замер тела, фотографии до и после, вес фиксировали. И там в течение 6 месяцев я очень хорошо раскачался.
Ага. Там уже пошли первые сотрудники, потом взяли там второе помещение, второй этаж. То есть 2 зала. И были моменты такие, то, что не было просто мест. Там 70 человек в резерве. В резерве 70 человек? Да-да-да. Ну, а у меня же не было такого плана там стать предпринимателем. Просто у меня вот цель была тренировать побольше людей. Все на этом. И 70 человек ждут своей очереди. И в то время, ну, вот, пришла идея, да, открыть зал собственный. И первый зал мы открыли по Ларионова 2 или Ларионова 6. Это дом часами. Вот там первый этаж. Но там была моя ошибка в том, что в бизнесе я вообще ничего не знал. Там была, во-первых, аренда большая. Во-вторых, я не знал то, что есть в бизнесе сезон, не сезон. Это было летом. И еще новое место, новая локация. В то время еще таких дорог, асфальтов там не было. Вот. И переехали. Переехали в Лермонтово и начали тренировать. Но мы этот филиал тоже раскачали. Там было в конце... то есть мы там были 3 месяца. С июня до августа. В августе у нас было такое, то, что люди тренировались в коридоре. В коридоре? Да. А почему тогда закрыл? Потому что невмещаемость. Невмещаемость. Да, там было примерно 100 с чем-то квадратов было. А вот потом сразу сюда переехали? Да, потом сразу сюда переехал. Это какой год? Это уже 2016. 2016. Да, 16. А там на вывеске было Bodyline с 2015. Да, 2015. Вот с того маленького зала, да, 45 тысяч, с жгутами, да, с ковриком, появился Bodyline. Как название появилось? Как-то раз, я помню, с командой мы поехали в кафе, сели и начали думать. Пришли к такому решению, то, что у нас клиенты худеют, мы создаем рельеф. Это линия. Самое подходящее было bodyline. Это в переводе линия тела. Линия тела, да. Да, что дает приложение? Приложение изначально у нас работало как приложение только для клиентов. То есть просто скачиваешь приложение и начинаешь использовать. Если, конечно, ты в зале, то, соответственно, наши тренера это объясняли, и все на этом. Но потом пришла гениальная идея, когда вот после санкций, да, нам надо было весь функционал, внутренность приложения сначала прописывать, и пришла идея, почему мы не можем сделать так, чтобы каждый тренер мог видеть своих клиентов на тренерской стороне. И тут уже играет роль приложения InDriver. То есть там есть сторона клиента, сторона водителя. Вот. И похоже на это мы начинаем все прописывать. И у нас получилось такое, то, что есть внутри одного приложения, есть тренерская сторона и клиентская сторона. Тренер видит все данные клиентов, да, сколько сжигает, потому что приложение она синхронизируется с фитнес-часами. То есть тренер сидит, ну, например, до дома или там где-нибудь, да, и смотрит на клиента своего. Например, по питанию все хорошо, а сжигает очень мало. И то есть тренер может давать домашние задания, там по сжиганию калорий, да, может видеть, сколько покушал, то есть какие блюда, какие продукты, то есть потому что там оно все видно в реальном времени. Например, если раньше тренера, когда контролировали своих клиентов по питанию, как это было? То есть использовали счетчик КБЖУ, это, например, Фацик, да, самое известное приложение, требовали скрин. Отправь мне скрин экрана. Что ты покушал? Давай я посмотрю, насколько ты покушал КБЖУ, калории, белки, жиры, углеводы. То есть это была глобальная такая проблема для тренеров. И мы, думаю, этот момент исправили. Да? Да, в приложении. Сейчас какие планы по развитию приложения? И у тебя есть штат для поддержки данного приложения? Или они разовые? Нет, у нас есть команда по части офлайн зала, да, и по части онлайна. Ребята по части онлайна, они уже, вообще вот с начала, с 2019 года мы уже, 5 лет, да? 5 лет вместе. Я помню, что для приложения ты выигрывал... Акселератор. Акселератор, да? Да. Какая была сумма, и там нужно было отчитываться или что? Вот как там происходило? Акселератор мы прошли в 2020 году, когда вот пандемия началась. Просто для опыта мы решили пройти акселератор.
Ну, давайте вот вернемся в 2019. Да? 2019 наша цель – это открывать залы. Да, у нас есть 8 залов, которые работают. Мы изучили, что такое франшиза. У нас уже первые, то есть залы есть, которые работают по франшизе, да, и мы уходим, как называется, где продают франшизы. Выставка. Выставка франшиз. Да, выставка франшиз. Мы едем туда, это еще после пандемии было. Мы узнали то, что наши залы, они могут и во время пандемии работать, потому что мы сайкл арендовали по квартирам. И наши клиенты тренировались через Zoom. То есть там тоже у нас была идея такая, то, что заказывать свои сайклы с экранами. То есть в каждой квартире были сайклы с экранами. И каждый человек, мама, мог тренироваться у себя дома через экран. Вот, ну, такая идея была, да? Ну вот, и мы полетели на выставку франшиз, это в Москве было, да? И там было написано еще «Выжившие», потому что это было после пандемии. Да. Я посещал вот эту выставку в 2017 году. Там вообще, сняли арену какую-то большую. А после выставки там было такое, то, что мини-ангар. Там очень мало людей было, и среди фитнес-залов мы были единственные, которые вот пришли... Продавать свой бизнес. Бизнес-модель. Предлагать, да, свою систему. По части именно зала, офлайн-зала. И люди начали подходить, мы начали рассказывать то, что мы вот открываемся там во всех районах, спальных районах, да. И у нас, ну, такое женское направление. Вот, и у нас за 3 дня было сколько? 53 заявок. 53 заявок, мы такие заряженные, обратно прилетели в Якутск. Думали то, что сейчас все, мы будем там захватывать все города, открываться там, сям. В то время нам говорят, вы прошли акселератор, да, B8, вот, и мы хотим, ну, выкупить там 5%. Ну, это по условиям так было. Если ты проходишь обучение в акселераторе, там выкупают 5% в компании за 2 миллиона. За 2 миллиона. То есть сейчас, получается, в приложении есть, ну, как бы акселератор является соучредителем? Да, получается так. Ну, то есть 5%. Да, но потом вот этот процент они могут кому-то продать, либо я могу сам выкупить, например. Ну, потому что были, например, есть компания JobJob, в свое время открывались, да, потом их Арсен Томский выкупил. Вот, ну, на примере этого мы можем тоже обратно, например, выкупить свой 5%. 5%, да? Какая стратегия по приложению сейчас? По приложению, ну, открываться уже, начать приглашать других тренеров из других городов, потому что сейчас у нас 90 тренеров. Вот, да, с лета. То есть мы еще так сильно не раскачивали, мы, то есть, не так сильно рекламируемся, потому что у нас стартап, такого аналога нету в мире, да? Из-за этого мы все проходим самостоятельно. То есть мне важно взять максимально обратки у тренеров и, соответственно, докручиваем приложение с тренерской стороны. Ну и думаю, вот в течение года мы достаточно докрутили. Но в скором времени у нас выйдет большое обновление, и после обновления уже мы начнем ну, масштабироваться по городам. По городам, да? Круто! Это силовая? Да. То есть у нас тут круговые тренировки идут. В группе по 10 человек. И, например, каждый клиент встает рядом с одним тренажером, и они каждую минуту меняются. По часовой. Тоже силовая, да? Тоже силовое направление. Получается, силовая, как коллективная, как называется? Групповая. Да. Я примерно посмотрела где-то 300 квадратов здесь, да? Тут, если точно, 230. 230, да? Сколько нужно денег, чтобы открыть такой зал 230 квадратов? Вот именно с таким оснащением, как у вас сейчас? Ну, я скажу то, что как наши франшизы открывались. Да, вот как франчайзеры. Да, у них получается квадраты до 100 квадратов, зал, да, миллион. Миллион? Да. 1 миллион рублей, да? Да, 1 миллион, и получается у них есть собственный зал, с которым они могут уже начать работать. Ну, это же нормально, вход в бизнес. Конечно, это минималка. Да, это очень даже такой, получается, доступный бизнес, куда можно войти, да? Только если ты фанат этого дела. Да, потому что вот было такое то, что
реальный фанат своего дела только... Ну и ты знаешь, предпринимательская жилка. Мгм. Если это есть, например, вот Вилюськ, они когда открылись, там, в 2018 или 2017, Ага. они по сей день работают, например. Есть закрытые? Да, есть закрытые, например. Ага. Но у них там не получилось раскачать филиал. Вот когда мы говорим про ошибки предпринимательские, да, у тебя, получается, было 8 филиалов одновременно, да? Да, ну вот... Оффлайн? Да. Ага. Мгм. Сейчас говоришь один. Ага. Причины закрытия всех остальных залов? Ну, тоже вот начнем с предыстории. Мгм. Сперва была просто идея открыть один зал. Мгм. А потом клиентов становилось все больше, людей, которые хотели тренировать, которые сами писали, да, Мгм. мы хотим устроиться на работу, хотим тренировать людей. Мгм. И плюс еще и наши клиенты хотели тренировать Мгм. людей. Мы начали открывать залы. Потом, ну, я же тоже не стою на одном Мгм. месте, Мгм. развиваюсь. Закончил этот, как называется, бизнес-молодость. Мгм. Вот, ага. Потом закончил лайк. Лайк, Да, да. ага, лайк там дошел до 1 миллион саязан там в Москве. Вот. И в то время мы прокачали франшизную часть, Ага. потому что лайк, у них же была компания Like Coffee, Мгм. они продавали франшизы. Мгм. И в то время вот загорелся идеей открыть франшизы. Мгм. Вот. Упаковались и начали открываться уже в Лусах. Мгм. Но и потом дальше мы должны были открываться. Но в то время мы были зелеными, очень Мгм. много энергии, молодые, да. Вот мы же еще этот открывали, салон красоты открывали, Да. еще этот Bodyline Food открывали. Да. Ага, доставка правильного питания, то есть клиенты нам говорили, сколько калорий они хотят покушать, мы это готовили и с утра мы предоставляли пятиразовое питание. Вот Bodyline Food у нас работал год, Мгм. а потом мы еще и коллаборацию сделали, как там, с каким-то кафе. Мгм. И тоже, ну, в общем, 2 года работали. Салон красоты у нас работал там 3 года или 4 года. Мгм. Вот. А потом какой-то момент меня тут заклинуло. Слишком распыляюсь. Ага. То есть фокусировки не хватало, да? То есть именно вот, чтобы все охватить, да, в то Мгм. время. Да-да-да. И потом, ну, конечно, если сейчас я бы Мгм. дошел до этого уровня, да, то есть если все работало, ну, конечно, на системность надо акцентироваться максимально. В Мгм. то время у нас системы такого не было. Мгм. То есть, да, мы, конечно, там все прописывали, Мгм. все нюансы, да, сколько там трат должно быть. И даже мы когда упаковали франшизы, мы даже прописывали аж до туалетной бумаги. Сколько туалетной бумаги должно уйти, ну, то есть купить, сколько штук должны мы купить в течение месяца. Потом вот пришло осознание, то, что оффлайн это для меня не подходит. Да, слишком много сотрудников, слишком много вот этих нюансов, да. Ага. Ну вот и в 2018 году меня вот пригласили в офис Афанасий, Майтона. Майтона, да, и показали свой офис, рассказали про свой бизнес, как они работают, находясь в Якутске, прокачивают весь мир, и зародилась вот эта идея приложения. Мгм. Тогда ты начал сокращать свой фокус, да, на оффлайн. Да, и в это время я сразу переключился на онлайн конкретно. Мгм. А оффлайн, она работала уже системно. Ага. Но оказывается, если ты уходишь с бизнеса, когда тебя нету рядом, то этот бизнес начинает уже спадать. Спадать, да. Мгм. Мгм. Кадровый голос – это одна из самых болевых точек вообще любого бизнеса. Я думаю, что фитнес-центр не исключение. Я помню, у тебя был случай, когда в один день не вышли твои тренера. Как ты тогда справился с этой ситуацией? Не хочу вспоминать этот момент. Ага. Но смотрите, поток есть у всех, да? Ага. То есть, например, если у вас там, ресторанный бизнес, официанты Мгм. приходят, Текучка, уходят, да, текучка. да, То есть да. текучка есть у каждого бизнеса. Мгм. Вот, у нас то же самое, есть такое, то что, сама услышала то, что у нас порог не такой большой, да, Мгм. открывания залов. Мгм. Тренера, которые пришли
и начали прокачиваться. Вот, у них через какое-то время появляется своя база, и в какой-то момент, кажется, у них там появляется мысль открыть собственный зал и уйти. Ну, это в каждом бизнесе, мне кажется, Да, так да. происходит. Ну вот, и хочу тут момент добавить. да. Тут моя упущенность тоже есть, потому что я с головой ушел в онлайн. Ага. Потому что вот создавать приложение, продумать все эти моменты, да, там надо полностью концентрироваться. И по части оффлайн зала я вообще отошел. И тут уже началась своя система, можно сказать. Да. Ну, то есть ты не заметил вот то, что происходит бунт внутренний, как бы в коллективе, да? То есть вот, руку убрал с фокуса, да, с пульса, и сразу такое произошло, да? Как справился тогда? Я потом узнал то, что они открыли свой зал. Вот. Ладно. Как я справился? Как я справился? Опыт. Клиенты пришли, никого нету. Сразу я написал в Инстаграм, то, что у нас случилось ЧП, и дайте 2 дня, чтобы все исправил. Получается, ты оповестил своих клиентов, попросил у них 2 дня, и за эти 2 дня решил, да, вопрос. Ну, конечно, это такой для каждого предпринимателя достаточно как выйти из зоны комфорта, да? Да. И получается, у нас же уже наработанная схема, система, и также начали, опять же, мы начали обучать тренеров, собрали новую команду, и сейчас у нас команда работает. Ганс, ты сказал, что тебя воспитывал мама одна, да? С бабушкой. С бабушкой, да? Самый, такой подарок, который ты сделал маме, который который ценный для тебя, как предприниматель. Как предприниматель? Да. В прошлом году мы машину подарили. Маме? Да. Ой, да, это вообще прекрасно. Сделали сюрприз. Сюрприз? Да. Ага, когда сын, дети, да, как предприниматели привезли машину, да? Ага. Это, получается, мама во сколько, в каком возрасте? То есть она всегда была автоледи? То есть с правами? Когда я учился в школе, она сдала права. Ага, то есть у нее была машина до этого, да? Была старая машина. Старая машина. Какую подарили? Prius. Да? Гибрид. Да? Ой, так прекрасно. Как ты оцениваешь конкуренцию на рынке фитнес-услуг в Якутске? По части конкуренции я скажу то, что таковых конкуренции нету. Нету? Да, потому что каждый тренер хорош по-своему. А то бывает такое, то, что мы вообще не должны конкурировать. Мы должны, наоборот, сообща работать, поддерживать друг друга. Даже я хотел бы там такое, то, что чтобы мы делились своими опытами. Как сообщество создать, да? Да, по части тренировок. Ага. Это тогда сейчас я правильно услышала? Это привить, больше не про конкуренцию идет речь, да, а привить людям здоровый образ жизни, да, то есть вы над этим должны вместе работать. Да, это наша общая цель должна быть. Общая цель, да, то есть чем больше людей занимаются спортом, чем больше людей здоровые, красивые, да, чтобы они были мотивированы и ходили в зал. Конечно. Да. И скажу то, что по части конкуренции такого нету, потому что сейчас есть тренера, которые показали самое главное результат. Это, во-первых, свой результат, результат своих клиентов. У таких тренеров там полная посадка, да. У них даже нету сезонности. Смотри, про тренеров понятно, но есть же фитнес-залы, которые закрываются. Это про что говорит? Может быть, перенасыщение у нас залами происходит? Или это про что? Это дорогая аренда? Или кадровый голод? Или у нас рынок маленький? Это про что говорит? Я думаю, что если пройтись по всем нюансам, там у кого-то есть недочеты. И потом этот недочет, она дожимает их. Это, скорее всего, это аренда, да? Аренда есть, плюс тренера приходят, уходят, да. Плюс еще и когда тренер уходит, то, соответственно, и базу уносит с собой. Такие моменты. И текучка.
думаю, системности не хватает. Система? Да, то есть можно раскачать любую геолокацию, Ага. если у тебя есть система, если у тебя есть команда, если все отработано по всем нюансам, пунктам, да, то я думаю, просто надо их подтянуть, я думаю. Ну, это у всех же есть такое, даже вот по части ресторанов. Открывается ресторан, закрывается ресторан. То есть... Ну, здесь еще же рынок маленький, да, то есть вот насколько, то есть то, что там не хватает там на закрытие там постоянных переменных затрат, да, того количества людей, которые приходят, да, то есть у нас же рынок все-таки маленький, поэтому это же тоже играет роль. Но из-за этого я ушел в онлайн. Да, и один из моментов. Ганс, сейчас ты тренируешь? Вообще есть у тебя там, сколько стоит индивидуальная тренировка у тебя? Сейчас в данное время я тренирую участниц проекта «Трансформация» 12-й сезон. Вот, потому что мне надо все равно понять внутренность, как идет отношение клиентов с приложением. Вот ради этого я тренирую наших участниц. В общем, нет, не тренирую. Да? Да. Все, уже вышел из зала, да, получается. Но сам занимаешься каждый день? Сам тренируюсь на постоянной основе. Сколько часов? Сколько часов? Ну, в неделю я тренируюсь минимум 3 раза. Минимум 3 раза. Вот. Сейчас я вешу 90 килограмм. Вот этот вес я удерживаю уже 3 года. Смотри, Мария, похудеть каждый может, но удержать вес на постоянной основе это не каждый. То есть это надо контролировать себя, это дисциплина. То есть у многих скачки. Я боюсь, я же сейчас сбросила вес, да, я очень боюсь, я такая все равно, когда иду в магазин, покупаю чуть побольше, потому что я не знаю, что через год какой размер будет, да, поэтому это, конечно, это все-таки дисциплина. Это дисциплина, и ради этого и мы сделали приложение, там все показывает. Можно кушать все, но самое главное не выходить за норму калорий. Наверное, я сегодня это приложение скачаю. Ганс, когда ты рассказал про подарок маме, я хочу спросить, что для тебя сейчас является, вообще для тебя цель жизни? Это что? Это очень глобальная тема, но вообще, в общем, если взять цель жизни, это прожить счастливую жизнь. Прожить счастливую жизнь. А что для тебя это счастливая жизнь? Вот именно для Ганса. Счастливая жизнь – это жить в балансе. То есть круг жизни, то есть все моменты – это семья, друзья, работа, духовное развитие и в общем развитие, да? Вот, чтобы не стоять на одном месте. То есть чтобы все эти пункты у меня были полные. И развивались, да? И развивались, не стояли на одном месте. Вот, и второе – это эмоции. Да, то есть когда... с возрастом у тебя же эмоций становится все меньше, как будто ты проходишь уровни игры, и бывают моменты, когда, я уже это видел, и уже не так сильно эмоции потихо пропадают. Вот я хочу именно побольше эмоций в жизни, и этот момент искать, это целая игра, это целый уровень, потому что многие люди и не находят. Я думаю, нашел. Это миссия моей жизни, это помогать людям. Мне кажется, на этом можем завершать. Да. Ганс, спасибо большое за прекрасную беседу. Ты сегодня для меня раскрылся еще раз, да, не как только предприниматель, да, но и как личность, да. Поэтому, друзья, вдохновляйтесь, подписывайтесь, да, и делитесь нашим видео. Какие у нас есть в Якутии предприниматели. Всем пока.